إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, выделялся среди своих соплеменников приятным характером и достойными нравственными качествами. Он был самым порядочным из них и обладал самым прекрасным нравом, являлся наилучшим соседом, отличался наибольшей кротостью, был самым правдивым и мягким человеком, а также самым скромным, щедрым на благое, благочестивым в делах, обязательным и честным. И его соплеменники даже прозвали его Аль-Амин, поскольку он отличался благочестием и приятным характером. И он был таким, как сказала о нем мать правоверной Хадиджа, да будет доволен ее Аллах: «Ты помогаешь нести бремя слабого и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы». Глава 2. Пророк и посланник. В пещере на горе Хира. Когда пророку, мир ему и благословение Аллаха, было около 40 лет, и в результате его долгих размышлений интеллектуальный разрыв между ним и его соплеменниками увеличился еще больше, и ему была внушена любовь к уединению. Он брал с собой совик и воду и удалялся в пещеру на горе Хира, которая ныне именуется Джабаль ан-Нур. Его семья находилась неподалеку от него, а он жил там в течение месяца Рамадан, отделяя едой приходивших к нему неимущих и проводя время в поклонении и размышлениях об окружающем его мире, а также о стоящей за всем этим созидательной силе. Кроме того, ему не давало покоя то, что его соплеменники придерживались далеко от истины многобожия и всевозможных нелепых представлений, однако у него не было ни ясного определенного метода борьбы с этим, ни кратчайшего пути, которым он был бы доволен. Выбор пророком, мир ему и благословение Аллаха, подобного уединения являлся частью осуществления замысла Аллаха, направленного на то, чтобы подготовить его к предстоящему великому делу, так как ничто не должно отвлекать душу, от которой ожидается, что она окажет воздействие на жизнь людей. И такая душа должна провести некоторое время в уединении, будучи отделенной от мирских дел, суеты и мелких забот людей, из которых состоит обычная жизнь. Так Аллах направлял Мухаммада, готовя его к несению бремени величайшего залога, изменению облика земли и изменению хода истории. Он привел его к этому уединению за 3 года до возложения на него обязанностей, имеющих отношение к миссии посланника. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, проводил в полном уединении месяц, размышляя о том сокрытом, что находится за видимой стороной бытия, и это продолжалось до тех пор, пока с соизволения Аллаха не стало время взаимодействия с этим сокрытым. Джибриль приносит откровение. Когда ему исполнилось 40 лет, что является возрастом расцвета, когда, как сообщается, откровение свыше начинало получать большинство посланников, появились первые признаки того, что и Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, предстоит выполнить пророческую миссию. Это нашло свое выражение в том, что он начал видеть истинные видения, и все эти видения приходили подобно утренней заре, что продолжалось в течение 6 месяцев, тогда как период пророчества в целом длился 23 года. Послушаем, что говорит об этом правдивейшая Аиша, да будет доволен ее Аллах, рассказывающая нам об этом событии, явившимся как частица божественного света, начавшим разгонять мрак неверия и заблуждений и в конце концов изменившим течение жизни и ход истории. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ее Аллах, сказала: «Ниспослание откровений посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, началось с благого видения во сне, и он никогда не видел иных видений, кроме приходивших подобно утренней заре. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он стал часто уединяться в пещере на горе Хира, занимаясь там делами благочестия, что выражалось поклонению Аллаху в течение определенного количества дней, а потом он возвращался к семье. И обычно он брал с собой все необходимое для этого – припасы,
а потом возвращался к Хадидже и брал все, что ему было нужно, для нового такого же уединения. Так продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина, когда он находился в пещере на горе Хира. К нему явился ангел и сказал: «Читай». На что он ответил: «Я не умею читать». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а затем он отпустил меня и снова сказал: читай». Я сказал: «Я не умею читать». Тогда он во второй раз сжал меня так, что я опять напрягся до предела, а затем отпустил меня и сказал: «Читай». И я снова сказал: «Я не умею читать». Тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил и сказал: «Читай, во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка, читай, а Господь твой щедрейший». Аиша, да будет доволен ее Аллах, сказала: «И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сердце которого трепетало от страха, вернулся с этим, вошел к Хадидже бинт Хувейлид, да будет доволен ее Аллах, и сказал: «Укройте меня, укройте меня». Тогда его укрыли, и он оставался в таком положении, пока страх его не прошел. После чего он сообщил ей обо всем и сказал: «Что со мной?» Хадиджа сказала: «Нет, клянусь Аллахом. Никогда Аллах не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связь с родственниками, помогаешь нести бремя слабого и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоду судьбы». А после этого Хадиджа привела его к своему двоюродному брату Вараке бин Науфаль, который в период джахилии принял христианство, знал письменность иудеев, выписывал из Евангелия по-древнееврейски то, что было угодно Аллаху, и был к тому времени уже глубоким слепым старцем. Хадиджа сказала ему: «О сын моего дяди, выслушай своего племянника». Варака спросил его: «О племянник, что ты видишь?» И посланник Аллаха сообщил ему о том, что он видел. Варака сказал: «Это тот же ангел, которого Аллах направил к Мусе. О, если бы я был молод в эти дни и мог дожить до того времени, когда народ твой станет изгонять тебя». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «А разве они будут изгонять меня?» Варака ответил: «Да, ибо если являлся человек с чем-либо подобным тому, что принес с собой ты, с ним всегда враждовали, но если я доживу до этого дня, то сделаю все, чтобы помочь тебе». Однако Варака вскоре умер, а откровения временно прекратились. Что касается периода прекращения откровений, то Ибн Саад приводит слова Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, указывающие на то, что этот период продолжался в течение нескольких дней. Дни, последующие за прекращением откровений, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провел в печали, смешанной с недоумением и изумлением. В книге «Толкование основ» своего Сахиха Аль-Бухари приводит следующий хадис. На определенный период времени откровения прекратились, и, как нам стало известно, он был огорчен до такой степени, что не раз устремлялся в горы, чтобы броситься вниз с их вершин. Но каждый раз, как он забирался на вершины, чтобы сделать это, перед ним появлялся Джибриль и говорил: «О Мухаммад, поистине ты и в самом деле являешься посланником Аллаха», после чего он успокаивался и возвращался домой. Если откровения задерживались, он снова делал то же самое, но когда он забирался на вершину горы, перед ним опять появлялся Джибриль и говорил ему те же слова. Джибриль приносит откровение во второй раз. Ибн Хаджар сказал: это было сделано для того, чтобы его волнение, вызванное страхом, улеглось, а также для того, чтобы вызвать в нем стремление к возобновлению этих откровений. А после того, как недоумение прошло, и пророк, мир ему и благословение Аллаха, убедился в том, что стал пророком великого и Всевышнего Аллаха, и в том, что являвшийся к нему был посланником откровений, который приносил вести свыше, и его стремление к возобновлению откровений послужило причиной того, что он успокоился и оказался способным выдержать новое откровение, если бы оно пришло, тогда Джибриль явился к нему во второй раз. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказывал о прекращении откровений следующее. «И когда я шел по дороге, я вдруг услышал голос с неба, и оказалось, что это тот самый ангел, который явился ко мне на гору. Он восседал на троне между небом и землей. Я так испугался его, что упал на землю, а потом я пришел домой и сказал: «Укройте меня, укройте меня». И они укутали меня, а потом Аллах Всевышний ниспослал аяты, в которых было сказано: «О завернувшийся, встань и увещевай, и Господа своего возвеличивай, и одежды свои очисть, и скверны избегай».
А после этого откровения возобновились с новой силой и стали приходить одно за другим. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид.